Это новости на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. И вот главные темы к этому часу. Вступили в силу дополнительные правила поведения для граждан и организаций в период распространения коронавируса в республике. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Белые медведи, Колымана и Алмаз получили подарки, чем на этот раз порадовали любимцев якутян. Ушел из жизни заслуженный тренер Республики и России по боксу Артур Пахомов. Он лично готовил титулованных российских боксеров Георгия Балакшина и Василия Егорова. Дополнительные правила поведения для граждан и организаций в период распространения коронавируса в республике вступили в силу. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Так, якутян обязали соблюдать дистанцию до других граждан от 1,5 до 2 метров в общественных местах и автобусах, кроме такси. Жители республики должны самоизолироваться минимум на 14 дней при выявлении у сожителей симптомов острых вирусных заболеваний до получения диагноза и в том случае, если они оказались контактными. Также режим самоизоляции объявили для якутян с хроническими заболеваниями и пожилых старше 65 лет. Граждане обязаны носить медицинские маски и респираторы, за исключением жителей наслегов, не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения. Работодатели должны предоставлять своим сотрудникам средства индивидуальной защиты. В случае, если работник контактировал с больным коронавирусом или острыми вирусными заболеваниями, его обязаны перевести на удаленную работу. Также предприятия должны приостановить работу при угрозе безопасности работников и посетителей. Глава Якутии Айсен Николаев 13 октября в режиме видеоконференц-связи принял участие в пленарной дискуссии Международной научно-практической конференции «Пандемия-2020. Вызовы, решения, последствия». Участники конференции обсудили актуальные вопросы, связанные с особенностями вируса COVID-19, профилактикой опасной болезни, работой волонтерских движений, государственной информационной политикой во время пандемии. В своем выступлении Айсен Николаев более подробно остановился на наработанном регионом опыте. Учитывая особые условия жизнедеятельности региона, территориальные и климатические особенности в северных и арктических районах республики, в сельских поселениях, городах и крупных районных центрах вводились разные уровни ограничительных мер. Благодаря такой вариативности удалось избежать экономического коллапса и социальных потрясений, удержать темпы реализации крупных инфраструктурных проектов и строительства объектов в рамках национальных проектов. Навигация 2020 года практически завершена. На текущий момент завершены перевозки каменного угля, нефтепродуктов, газоконденсата, сырой нефти, метанола, сельскохозяйственной продукции и социально значимых продовольственных товаров. Перевозка продукции производственно-технического назначения находится на стадии завершения. Несмотря на то, что эта навигация является одной из сложнейших за последние годы в связи с пандемией коронавирусной инфекции, лесными пожарами и низкими уровнями воды, все участники завода жизнеобеспечивающих грузов в республику успешно справились с поставленными задачами. Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы одна из самых востребованных. С нетерпением ожидают в Алекминском районе ввода первых 2 домов. Как идут работы на строительных объектах, в нашем сюжете. Продолжаются строительные работы на домах, возводимых по программе переселения из аварийного жилья. До Нового года необходимо запустить 2 жилых дома в районе ЗСМ. В каждом из домов по 76 квартир, проекты одинаковые. Единственное, на 2-м доме будет изменена облицовка. Есть некоторые проблемы, поделился подрядчик. Пандемия так или иначе внесла коррективы. Не получилось завести рабочих в том количестве, которое было запланировано изначально. Тем не менее, на сегодня есть видение, как решить ее. Мы оба дома запускаем тепло в отоплении. Вот сейчас вы проходили, посмотрели, 1 дом практически уже все готово. Буквально в понедельник, вторник мы дадим тепло. И форсируем всех, у нас 60 человек получается людей, все перекидываемся на этот дом. До Нового года мы в этом году вложимся, мы оба дома эти сдадим с какими-то определенными, конечно, наверное, с гарантиями благоустройства, которые будем доделывать на следующий год. Кстати, в этих домах будут предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями. 5 подъездов, 5 подъемников. Поэтому единственное, что потом с управляющей компанией будут, наверное, скорее всего, отрабатывать, я советую так сделать. В каком подъезде нету человека с ограниченными возможностями, да, наверное, скорее всего, надо будет, чтобы демонтировали, и она находилась у управляющей компании.
Таким образом, в районе ЗСМ появляется настоящий микрорайон. А значит, востребованы необходимые населению сферы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Белые медведи Колымана и Алмаз получили новые игрушки. Об этом сообщили сотрудники зоопарка Орто-Дайду. Игрушки для животных подарила компания «Роснефть», которая является опекуном всех белых медведей во всех зоопарках России. Подробности расскажет Саргалана Неустроева. Она сейчас на прямой связи с нашей студией. Саргалана, приветствую. Какие игрушки получили Колымана и Алмаз? Приветствую, Иван. Да, действительно, вот такой приятный сюрприз к новому зимнему сезону получили наши Колымана и Алмаз. И надо сказать, что подарки получили все белые медведи во всех зоопарках страны. Ну а это уже вторая посылка, которую отправляют нашим медведям. К сожалению, первые игрушки уже давно пришли в непригодность, и как раз-таки эти пришлись очень кстати. Ну а подробнее о том, как восприняли этот подарок медведи, нам рассказала сотрудница зоопарка. Холодное такое вот время, сейчас снег, они очень интересно с ними играют, катают их, да, и, возможно, в принципе, они могут и, разбивая лед, тоже еще купаться. Вот. Новые предметы, они всегда обогащают среду обитания животных, да, в искусственных условиях, которые содержатся, помогают им развивать мышление, развивать свою моторику, двигательную активность. Поэтому для животных это, тем более таких высокоразвитых, как хищные млекопитающие, очень полезно всегда. Ну и стоит отметить, что зоопарк уже подготовился к зимнему сезону, заготовил сено и корма. И практически все птицы, кроме тех, кто относится к зимующим видам, уже переведены в теплые помещения. Ну а кого вы точно не сможете увидеть зимой, так это бурых медведей. Уже в период с августа по сентябрь они активно откармливались, а сейчас готовятся к спячке. У меня на этом все, Иван. Саргалана, благодарю тебя. На прямой связи с нашей студией была наш корреспондент Саргалана Неустроева. Тема содержания безнадзорных собак в Нерюнгринском пункте передержки животных продолжает оставаться одной из самых острых. Сегодня стоит вопрос о расширении пункта или создании приюта. По этому поводу в Нерюнгри прошло уже 2 заседания комиссии. Были ли приняты конкретные решения по итогам заседаний, расскажет Екатерина Павлова. Напомним, в городе Нерюнгри в этом году впервые появился пункт передержки собак. Сегодня он может принять не более 60 животных. Между тем, потребность территории в разы выше. Чтобы охватить все заявки на отлов и принять животных, необходимо увеличение помещения, вольеров, территории для выгула и ветеринаров для проведения всех необходимых процедур. Для решения этих вопросов была создана рабочая группа, которую возглавляет Александр Пьяников, председатель постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам. Какие туды щеки? Они просто в туды, где комната ветеринара обещана. Определить часы какие-то, чтобы мы знали, что сегодня посещает кто-то. Определить конкретно, какой вид деятельности вы будете выполнять, эти волонтеры. Не просто прийти в 12 часов и по клеткам кашу раскидать. В пункте передержки в неделю проводится одна операция по кастрации и стерилизации, хотя требуется большее число операций. После данной процедуры собаки должны выпускаться в естественную среду обитания, но в силу отсутствия необходимого количества операций этот вопрос пока остается открытым. Сложилась критическая ситуация, выходом из которой станет только строительство приюта, который бы располагался вдали от жилых домов, имел бы достаточную территорию для выгула животных и для карантинных помещений. Со своей стороны депутатов собрать все-таки дополнительную комиссию. На эту комиссию пригласим, если нужно будет кого-то. А так у меня весь материал есть, я общался со всеми участниками процесса. В принципе, все для комиссии все готово. Решение вопроса создания приюта сегодня лежит в плоскости объединения усилий города, района, руководителей пункта передержки, ветеринаров и волонтеров. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Стало известно, что заслуженный тренер Республики и России по боксу Артур Пахомов скончался в возрасте 66 лет. Артур Пахомов родился в 1954 году в Нюрбинском районе Якутии. Окончил Якутское педагогическое училище номер 1 и Якутский государственный университет. Он являлся старшим тренером Якутской спортивной школы Олимпийского резерва по боксу, главным тренером сборной команды Якутии и лично готовил титулованных российских боксеров Георгия Балакшина и Василия
Василия Егорова. Тренер награжден знаком отличия «Гражданская доблесть», нагрудными знаками за заслуги в развитии бокса и физической культуры Якутии. Мусорная проблема в Якутске обостряется. Вчера оператор полигона твердых бытовых отходов «Жилкомсервис» сообщил, что приостанавливает прием мусора от регионального оператора «Якутской кассети». С утра мусоровозы регоператора вышли на линию, но на полигон их действительно не пустили. Машины, загруженные мусором, простаивают. И если сегодня вопрос не решится, то завтра мусор в столице просто некому будет вывозить. Региональный оператор с суммой своей задолженности не согласен и считает, что появилась она из-за того, что «Жилкомсервис» применяет максимальный коэффициент уплотнения мусоровозной техники, превышающий тарифные источники в 3 раза. Если региональный оператор примет позицию Жилкомсервис, то это неминуемо повлечет за собой и увеличение тарифов за услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами для населения и организаций в 3 раза. Что мы не согласны с этими мерами, поскольку в период распространения коронавирусной инфекции это недопустимо. И готовы это все рассматривать в гражданско-правовом поле, в гражданско-правовом порядке. В свою очередь, встречные действия регионального оператора были следующие. Мы ежедневно направляем не менее 100 тысяч ежедневно по захоронению, по объемам захоронения, до урегулирования споров в суде. Это у нас получается по году мы заплатили больше 20 миллионов рублей. Текущая задолженность, которую мы не оспариваем, это тоже чуть больше 20 миллионов, но это связано опять же с поступлениями. Минфин России предложил продлить программу ипотеки под 6,5% на 2021 год. Ведомство подготовило соответствующий проект постановления. Предлагается увеличить и общую сумму кредитов, которые могут быть выданы по программе с 900 миллиардов до 2,8 триллиона рублей. Объем выдачи ипотеки в сентябре достиг почти полутриллиона рублей. Согласно этой программе, запущенной в апреле как антикризисная мера, бюджет субсидирует ставки по ипотеке на новостройки до уровня не свыше 6,5%. Ряд банков, участвующих в программе, предлагают ставки еще ниже. Изначально условия программы предполагали первоначальный взнос не менее 20% от стоимости жилья, однако с начала августа первоначальный взнос понижен до 15%. Якутия получит почти 9,5 миллионов рублей на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Всего регионам России правительство страны выделило более 1 миллиарда рублей на эти цели. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Деньги поступят в 65 регионов. Дополнительное финансирование поможет переехать в новую квартиру 607 ветеранам, вставшим на учет для улучшения жилищных условий. Тотальный диктант в Якутии впервые пройдет сразу в 3 форматах – очно, онлайн, а также под трансляцию на официальном сайте проекта. Участники смогут написать его от руки и после сдать на проверку. Акция проводится ежегодно для всех желающих. Впервые она прошла в 2004 году. Главная цель мероприятия – показать, что быть грамотным важно для каждого. Убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно. И объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Сезон ремонтных работ на дорогах столицы подходит к концу. На всех объектах, которые попали под национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», основные работы завершены. До 31 октября дорожники должны облагородить прилегающие территории, обустроить тротуары, установить дорожные знаки и освещение. Не обошлось и без нарушений. Подробнее в материале Александра Хавренко. На участке улицы Кеша-Алексеева, как говорят дорожники, действительно, да, основные работы по укладке полотна дороги закончены, осталось обустройство прилегающих территорий. Но сейчас мы видим классику жанра для Якутии. Идет обустройство тротуара, на тротуар также кладется асфальт, а на улице идет снег. Первыми внимание на нарушение технологии обратили представители Общероссийского народного фронта, которые из года в год контролируют качество выполнения ремонтных работ на дорогах. Без термометров, без замеры температуры, нет ни одного акта, нет ни одного журнала производства работ. Говорят, все нормально, так должно быть. С утра у нас был маленький инцидент. Были представители ОНФ. Получается,
Ну, приостановили работу по укладке асфальта. Сейчас основание готовим. Отсыпали сухой смесью, продули. То есть основание готово и буквально 200 метров осталось. Заканчиваем. Всего же в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске должны быть отремонтированы 28 объектов. И всех интересует вопрос, успевают ли дорожники закончить работы к сроку. Да, у нас все контракты до 31 октября успеваем. На этой неделе начинается у нас рабочая комиссия по принятию объектов. Планируем начать с пригородов. Это Хатас, Табага, Маган и Кангалас. Принимаем и все. В Якутске тротуары осталось уложить на улицах Кеш-Алексеева, Лонгинова, на разворотной площадке на улице Ларионова, а также на 2 заездах на Хатнюрявском шоссе. Наш телеканал обязательно примет участие в работе комиссии, и о качестве ремонта на дорогах мы расскажем нашим зрителям. Александр Хавренко, Юлус Иннокентьев, Якутск. Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина расскажет о текущей эпидемиологической ситуации. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Саха-Якутия остается напряженной. За прошедшие сутки зарегистрировано 127 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них в городе Якутске зарегистрировано больше 80 случаев, 81 случай. В Нюрбинском районе 6 случаев. В Мирнинском районе 5 случаев, в Алданском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Усянском по 4 случая. А на Барском, Верхнеюлюйский, Тампонский, Усть-Алданский район зарегистрировано по 3 случая. Практически в каждом районе есть зарегистрированные случаи. Необходимо обратить внимание, что учреждения здравоохранения, управления Роспотребнадзора работают по выявлению контактных лиц и, соответственно, их изолированию. В целом, за прошедшие сутки в республике сделано 5391 тест на новую коронавирусную инфекцию. Со вчерашнего дня в республике действует указ главы Республики Саха-Якутия, по которому предусмотрена прежде всего обязанность граждан в случае, если в их семье среди контактов, с которыми они проживают, есть лица, которые непосредственно болеют острыми респираторными заболеваниями. Глава Республики Саха-Якутия призывает вас находиться дома, работодатели отстранить таких людей от работы до выяснения ситуации по диагнозу, который, соответственно, может быть вам поставлен. На настоящий момент подобного рода решение, оно продиктовано 2 причинами. Полностью закрывать всех и вновь идти по весеннему варианту, наверное, это было бы не самым правильным вариантом, только хотя бы потому, что нам нужно продолжать жить в новых условиях. Поэтому предложен вариант домашней самоизоляции, если есть соответствующие, заболевания остро-респираторные. Соответственно, после того, как подтверждается, например, анализ, если это коронавирусная инфекция, то человек в дальнейшем получает уже как контактный соответствующий и больничный лист, и с ним начинают работать медики. Если не подтверждается ни ОРВИ, ни коронавирус, то, естественно, работник работает дальше на своей работе уже как здоровый. Сегодня мы говорим об ответственном отношении граждан к своему здоровью. Это главное. Только таким образом мы сможем побороть все наши недуги. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. К этому часу пока все новости о развитии событий мы расскажем в наших следующих выпусках.